Патрыятычныя і грамадска-культурныя акцыі, дапамога пенсіянерам у апрацоўцы прысядзібных участкаў выканання іншых работ, арганізацыя святаў. Вось толькі некаторыя прыклады дзейнасці 3 грамадских организаций. Дат хватает, и в принципе работы тоже хватает. Это и защита интересов молодежи, ветеранов, совместные действия. Взаимодействие однозначно, то есть дорога-то в одном направлении, что молодежь, что ветераны, они бок о бок работают. Поэтому я думаю, что больше и, скажем, ветераны получают удовлетворение от того, что приходит достойная смена, и они могут ее подготовить, опять же, себе на смену. И молодежь от этого питается опытом, питается тем добрым словом. Галоўны вынік сустрэчы – падпісанне плана сумеснай дзейнасці грамадскіх арганізацый, які прадугледжвае падрыхтоўку да святкавання знамінальных дат. В данный момент мы тоже векторно определили такие точки. Конечно, у нас будет День Конституции 25 лет, 25 лет института президентства. Конечно, День герба и флага мы хотим отметить более с какими-то интересными проектами, с интересными ходами, такими, чтобы это было интересно для молодежи и в целом для государства. Хотим выступить даже с проектом 75 героических мест. Мы хотим заложить 75 капсул, набрать земли с памятных мест и привезти сюда, в Брестскую крепость. Под каждую такую знаменательную дату мы хотим сделать проект не просто, чтобы это было красиво озвучено в СМИ и все, чтобы это было реальное дело. Сумесную работу плануюць праводзіць і ў галіне маладзёжнай палітыкі. У нас замечательная молодежь в Беларуси и в Брестской области. Надо только правильно с ними говорить. Надо проводить с ними уроки мужества, чем и занимаются наши ветераны в районах. А что такое урок мужества? Там не надо говорить назиданий никаких, просто рассказывать о своей жизни. Как он воевал, какой он был молодой, какой он был в зрелых годах. Ну а такія сустрэчы, кажуць удзельнікі, і ёсць тыя маленькія, але важныя крокі на шляху да рэальных дзеянняў і вялікіх вынікаў. Уладзіслаў Шарэйка, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».